Меня зовут Юльчиева Нузанин, я солистка балета высшей категории в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета. А также я преподаю в хореографическом колледже имени Малики Сабировой, и у меня своя студия балетная. У артистов балета день начинается, конечно, ты проснулся, ты умылся, позавтракал, и обязательно, мне кажется, каждый танцор по утрам разминает мышцы, скажем, вставляет косточки на место. В моем же случае у меня с утра пораньше урок в училище, поэтому я этого не успеваю делать и сразу же бегу на урок к деткам. В 3,5 года меня мама привела в музыкальную школу, где был ансамбль таджикского танца при школе. Долгое время я там танцевала, даже приглашали в ансамбль Зейбо, мы с ними вместе выступали. Так как было очень далеко ездить, пришлось поменять немножечко школу. Я пришла в современный танец. И на тот момент была группа «Фабрика звезд». Да. Педагог была Надежда Муратовна. И так, между разговором, она сказала, что в здании, где мы занимаемся, это хореографическое училище, где как раз-таки занимаются балерины. И вот у меня тут загорелось. Мама, нет, может быть, ты все-таки останешься. Там, в таджикских танцах большое будущее обещали мне, в современных. Я говорю, нет, все, я была четко уверена, что я стану балериной. И в 2008 году, когда мне было 8 лет, меня приняли в Республиканское хореографическое училище имени Малики Сабировой. С того времени я занимаюсь балетом, но и другие стили танцев я, конечно, не бросаю. Очень часто я слышу о том, что балет это профессия, вообще танцор это в принципе профессия несложная, выучил пару движений, вышел, станцевал и все, тебе за это заплатили. Это любимый стереотип вообще в принципе везде. Честно, профессия очень сложная, и если я правильно помню, я слышала о том, что балет стоит по сложности профессии сразу после космонавтов, потому что действительно это очень сложно. Каждый день это репетиции, это борьба со собственным телом, то есть мы не можем себе позволить встать и сказать, сегодня у меня что-то, я неправильно спала, у меня шея болит, я что-то сегодня делать не буду. Нет, ты не имеешь права. У нас есть девочка, которая танцевала с переломом пальца. Она выбегала на сцену с счастливой улыбкой, забегала со слезами, потому что была жуткая боль. Я сама танцевала с травмами, то есть у меня был вывих ноги, у меня был вывих пальца. Были ситуации, когда неправильно делали поддержку, и девочка просто слетала вниз. Просто падаешь, и, естественно, получается травма. Мальчики, поднимать девочек, извините, многие сумку поднять тяжелую не могут, и тут они поднимают целого человека, в общем, и над головой, и, скажем, таскают, и слова нет о том, что «ой, ты тяжелая» или что-то не так, нет, мы молча это делаем изо дня в день. Каждый день по 6-7 часов без перерыва, это репетиции, это работа над собой. Каждый из нас прекрасно знает, что тело с возрастом немножко дервенеет, то есть тело становится такое неповоротливое. Мы с этим боремся каждый день из года в год. Поэтому я могу со спокойной душой поспорить, что танцоры, любые танцоры, не только, скажем, именно в направлении балета, это большой труд, и эта профессия заслуживает уважения. Конкуренция есть, но в нашей труппе, слава богу, она очень здоровая. То есть у нас труппа небольшая, за счет этого у нас труппа очень дружная, потому что мы прекрасно понимаем, что нас мало, и вот эти вот истории из Большого театра, как там подсыпали стекло в пуанты, столкнула с лестницей, в нашем случае, смысла в этом нет, нас и так мало. Когда ты выходишь на сцену, это совсем другое ощущение, то есть когда ты станцевала, и ты поворачиваешься к зрителям, и ты видишь вот эти глаза, а бывают еще детки на первом ряду, это вообще, то есть они хлопают, им это понравилось, и в душе такой, я не знаю, фейерверк происходит, и это ни с чем не сравнится, это такое счастье. Балет, это, наверное, уже, я бы не сказала, что прям основной смысл моей жизни, но отчасти это уже моя жизнь, и я даже, наверное, представить не могу, как я буду, в принципе, без этого театра, без балета и без сцены.